Рашида Аминева начала профессиональную деятельность в 1985 году в детском саду Акбузат. Проработав воспитателем 16 лет, она продолжила трудиться как учитель-логопед. Именно за преданность к своей работе Рашида Идрисовна удостоилась званий «Отличник образования Республики Башкортостан», почетного работника общего образования России. Внимание и интерес маленьких непосед очень трудно завоевать. И, как говорит Рашида Аминева, необходимо быть для детей и волшебником, и актером, и даже дизайнером. Занятия с малышами проходят всегда ярко и увлеченно, в основном в форме игры. Речь человека начинает формироваться с рождения. До того, как ребенок скажет свое первое слово, она проходит такие стадии развития, как гуление и лепет. Если до 10 месяцев ребенок не гулит, а в годик не повторяет простых слов, к 2 годам не произносит фраз, это тревожный сигнал для родителей. Наверняка каждая современная мама знает о тесной связи речи и мелкой моторики рук. Пальчиковые игры способны развить речь ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев обязательно входят в структуру логопедических занятий с детьми. В своей работе используем моделирование, мнемотехнику, потому что эти технологии развивают у детей связанную речь, помогают составлять описательный рассказ, обогащает словарь. По мнению Рашиды Идрисовны, нужно много времени уделять своему чаду, побольше общаться, читать сказки. Ведь именно книги – кладезь народных знаний, умений и навыков. На них воспитано не одно поколение умных, трудолюбивых и хорошо говорящих людей. Луиза Мустафина, Альфия Янчурина, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.